А мы продолжаем. Сегодня у нас в студии Табрис Ярулин, председатель Всемирного форума татарской молодежи. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, Всемирный форум татарской молодежи является организатором татарского диктанта, который пройдет 29 октября по всей России, даже за пределами. Не по всей России, в некоторых городах России. Да. Расскажите, пожалуйста, что это за акция и какова ее цель? Я думаю, многие слышали аналог про тотальный диктант, когда по русскому языку филологи инициировали вот такую акцию. В нашем случае инициаторами выступили вот общественники, то есть мы решили, что вот весной у нас очень много интересных акций, да, мероприятий, летом тоже у нас загружено. И вот осенью хотели сделать такой единый день татарской грамотности, татарской литературы. И, как вы правильно сказали, 29 октября параллельно в нескольких городах России, плюс Казахстан, Павлодар и Бишкек в Киргизии. Мы будем в 11 часов по казанскому времени писать татарский диктант. Ну, в принципе, я думаю, что по тотальному диктанту все ясно, да, как он проходит. Мы зовем людей, которые хотят проверить себя в первую очередь. То есть у нас не стоит цель провести такую ревизию, да, грамотности татарского языка. Мы хотим призвать людей больше писать на татарском языке. Потому что вот я сам очень активный пользователь социальных сетей, например. И сам пишу на татарском языке разные посты в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. И люди очень позитивно это воспринимают, много комментариев пишут, и я считаю, что татарский Facebook, например, да, это вообще в России целое явление, ни у одного другого народа, другого языка нет такой активности, обмена мнениями, новостей, и это нужно продолжать, чтобы молодые люди, студенты, школьники, ну и нашего возраста люди не стеснялись писать на татарском языке и делали это правильно, грамотно, потому что часто бывает, да, язык упрощается. Это не только наша проблема, это проблема и русского языка. Да? Когда читаешь русскую литературу, понимаешь, что это какой-то другой языковой мир как будто. И мне кажется, что нам всем нужно повышать вот эту грамотность речи, грамотность написания, да, текстов, постов. И вот такая главная цель акции. А вообще, как зародилась идея проведения татарского диктанта и как давно она зародилась? Вообще идея лежала на поверхности. Мы часто смотрим, какие есть интересные проекты не только в России и вообще в мире, да. Вот мы делаем, например, татарский аналог дизайн-маркетов, да, которые так распространены, и так далее, и так далее. Как я уже сказал, мы взяли за основу тотальный диктант, но вот последние 2 года я очень часто наблюдал такие локальные татарские диктанты в разных городах. Например, у нас в Казани в прошлом году я сам читал в технологическом университете, да, который я сам окончил. И инициатором вообще были... Ошибаюсь, в этом году мы это делали. В этом году, например, весной проводили в медицинском университете, да, потому что у них есть такое сообщество татарских студентов, и они проводили татарский диктант. Я был свидетелем, как проводили его в Новосибирске, например, во время одной из фестивалей, и так далее, и так далее. То есть мы все время слышали, что где-то локально проводится, но вот так глобально, так скажем, да, много городов, хотя в этом году не так много, но желающих еще больше на самом деле принять у себя или организовать. Но вот так одновременно во всех городах, чтобы с сайтом, чтобы эта подготовительная часть была такая серьезная. Я думаю, что мы в этом плане мы делаем это впервые. Вот, кстати, как с другими городами договаривались? Кто там организовывает этот диктант, кто следит? Всегда это интересует людей, но для нас ничего удивительного в этом нет. Татары, по-моему, самый дисперсно проживающий народ, да, в России. Поэтому у нас, в принципе, во всех больших городах есть свои сообщества, достаточно активные. Ну и я упомянул об институте Каюма Насыри. Есть отделение в этих городах. То есть уже у нас была база, филологи, которые готовы были проверить, помочь, ну и так далее. Поэтому в этом плане, я думаю, совсем было несложно найти людей, организовать, но у нас городов и людей таких сообществ еще больше и в России, и за границей. Я думаю, что на следующий год мы научимся в этом году
а на следующий год будем масштабировать. А сколько людей ожидаете? Вообще, как стать участником этой акции? Нужна ли какая-то регистрация, или ты просто должен прийти на эту площадку и вот написать этот Да, диктант? вообще все наши мероприятия, они очень открытые. То есть не обязательно вам быть татарином, там, да, не обязательно вам быть молодым человеком, хоть у нас организация так называется, да. Все возрасты, в принципе, мы ждем любого человека, желающего. Если человек хочет подготовиться, то есть нацелен на то, чтобы повысить грамотность, да, мы открыли сайт диктант.татар. Любой человек, желающий, может зайти, зарегистрироваться для того, чтобы мы заранее ему напомнили о том, что будет диктант. Но это не обязательно. То есть любой человек, желающий, он может Татарстана 2. Это напротив театра Камала, есть здание Федерального университета. Кстати, вот вы сказали, что мы проводим, вот у нас есть партнеры. Это Институт филологии и межкультурных коммуникаций, и Институт Каюма Насыри. Они работают при КФУ. И вот в их здании, в актовом зале, он будет открыт для всех желающих в субботу. Любой желающий может прийти. И на сайте, например, мы разместили правила. То есть сайт работает на 2 языках тоже, да. Можно подучить правила. И мы записали на всякий случай 3 текста. То есть человек может прослушать, проверить себя, сам написать диктант и потом перепроверить по оригиналу, по тексту. И я уж вот небольшую подсказку дам для тех, кто захотел прийти. Если вы хотите подготовиться, у нас известно, что будет произведение Амирхана Яники. Произведение, так, сейчас на татарском «Жиз Хангырау», а на русском получается «Медный колокольчик». Вот, можно прочесть. Да, и мы, правда, не говорим, какой из этих абзацев, там, который из этих частей, там 250 слов всего, но стилистически и текст очень приятно читать на татарском языке, то есть это очень приближено к нынешнему татарскому языку, да, как мы общаемся, как мы разговариваем. Очень мало заимствований в этом тексте, поэтому, я думаю, для желающих будет просто, тем более человек, даже написавший на 2, там, да, на 2, хотя я думаю, что вряд ли так строго мы будем оценивать, филологи будут так оценивать строго. Но все же любой участник получит электронный сертификат себе в портфолио или чтобы просто гордиться. А те, кто напишет на «отлично», получат сертификат отличия, да, что они вот пишут на татарском языке идеально. И я думаю, что это очень актуально, в особенности для Татарстана, когда ты устраиваешься на работу в госслужбу или в те места, где ты непосредственно работаешь с информацией, да, это пресс-службой, или с населением, у тебя будет сертификат о том, что ты и на татарском можешь предоставлять госуслуги, например. Угу. Вы назвали одну площадку в Казани, да? Получается, да. На одной площадке только у нас в Казани пишут. А в каких-то других городах республики? Или, может быть, онлайн можно будет этот диктант написать? Да. Вот насчет онлайна мы думаем. Я думаю, что через наш канал YouTube, Татфорум, у нас, в принципе, все группы так называются в социальных сетях, мы сможем вести онлайн-трансляцию, но вот скажу для тех, кто в Москве в это время будет, например, да, в Петербурге, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Ижевск. И, естественно, Бишкек с Павлодаром, да, который я сказал. Для них тоже будет площадка. Будут также вместе с нами читать информацию, или адрес можно будет узнать у нас на сайте. Кто будет читать диктант? Мы в Казани выбрали Фаниса Зиганшина. Это актер татарского театра. Потому что очень важно, чтобы человек, который писал, слышал текст с интонацией, с паузами. Мы уже заранее выслали ему текст, по секрету скажу. Вот. Только он и мы, получается, знаем, какой отрывок будет. Он готовится, и я думаю, что он как человек тоже публичный, очень популярный в татарской среде особенно. Я думаю, что людям тоже будет интересно от его уст услышать и написать диктант.
А кто будет проверять работы участников и когда уже результаты станут известны? Я думаю, результаты станут известны сразу же по истечению пару дней. Как я уже сказал, наши партнеры Институт филологии и филологи этого института проверят, поставят оценки. Они нам выслали критерии оценки. Все это разработано, все строго. Но, как я уже сказал, то есть пятерку тоже получить легко. Это не как в школе, пропустил запятую, то все, тебе уже пятерка не светит, так скажем, да, в кавычках. Вот. В этом случае филологи проверят, и более того, там будет свой номер у каждого, имя, да, они напишут, и по этому имени и номеру можно будет на сайте узнать свою оценку и получить сертификат. То есть другие люди не смогут вашу оценку или сертификат посмотреть. И если кому-то нужны дополнительные консультации, по истечению недели или 10 дней в том же здании люди могут прийти, получить уже консультации непосредственно от филологов для того, чтобы он смог совершенствовать свои навыки. А на какое время рассчитан этот диктант? Вот чтобы люди, которые придут, они могли рассчитать свое время, сколько это займет? Я думаю, вместе с открытием все-таки мы торжественно откроем. Будет процедура вскрытия конверта. Мы будем связываться с теми городами, которые пишут с нами параллельно. Узнаем, как у них дела, как они, готовы ли они, сколько они народу собрали. Я думаю, что час-полторы – это максимум, что мы займем у людей. Я думаю, что для повышения грамотности не так много времени. Ну, вообще, какие ожидания у вас? Что вы ожидаете? Сможет ли татарский диктант, может быть, хотя бы не перегнать тотальный диктант, но хотя бы догнать, возможно? Вы знаете, у нас нет, в принципе, задачи догнать-перегнать, потому что все-таки сфера применения татарского языка, он в нашем случае уже. Мы ждем не количественных показателей, а больше качественных, чтобы у людей появилось желание писать на татарском языке, что это легко, просто, это ничего сложного в этом нет. И я думаю, что нужен небольшой всего лишь толчок, чем и будет татарский диктант. Спасибо большое за интересную беседу. Удачи, успехов вашему проекту. Спасибо большое.